Самарканд – город, где каждый камень словно хранит в себе отрывок истории. Магический мир, где встречаются древность и современность. И в сердце этого города расположена площадь Регистон – настоящий символ жизни и культуры Самарканда. Площадь стала свидетельницей многих смен эпох, но сохранила свой неповторимый облик и дух. Этот комплекс включает в себя несколько величественных сооружений медресе, каждый из которых носит в себе глубокий культурный и исторический смысл. Ансамбль из 3 медресе является уникальным примером искусства градостроительства и образцом архитектурного оформления главной площади города. Является одним из ярчайших примеров исламской архитектуры. В 2001 году этот ансамбль вместе с другими древними историческими зданиями Самарканда был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В медресе помимо религиозных книг изучали и светские науки, что было не свойственно для того времени. Окна медресе украшены решетками шебеки. Они нужны были для того, чтобы учащиеся медресе и торговцы на площади Регистана не могли видеть и слышать друг друга, а значит не отвлекались от своих дел. Здания медресе украшены узорами из мальты, символами, присущими суфиям, а также надписями из Корана. 3 медресе стали не только образовательными центрами своего времени, но и культурным наследием Центральной Азии. Медресе Улугбека. Один из самых удивительных архитектурных шедевров Регистона – медресе Улугбека. Возведение этого сооружения, а чуть позже и обсерватории, принесло Самарканду славу одного из главных научных центров средневекового Востока. Построенная в 15 веке по указу великого правителя Улугбека, она поражает своим изысканным орнаментом и архитектурой. Ее фасады украшены уникальной мозаикой и резьбой по дереву, а внутреннее помещение хорошо продуманными арками и узорами. Прямоугольная медресе имела 4 айвана и квадратный внутренний двор, по периметру которого расположены глубокие ниши, ведущие в двухъярусные кельи, комнаты учеников. В задней части двора находилась мечеть. Над угловыми учебными аудиториями медресе возвышались 4 купола, а по углам располагались 4 минарета. Здание смотрит на площадь величественным порталом с высокой стрельчатой аркой, над которой находится мозаичное панно с геометрическим орнаментом из цветных кирпичиков, поливной и резной керамики. Медресе Улугбека был одним из лучших духовных университетов мусульманского Востока 15 века. По преданию, в нем обучался знаменитый поэт, ученый и философ Абдурахман Джами. В учебном заведении читались лекции по математике, геометрии, логике, естественным наукам, сводам учения о человеке, мировой душе и богословию. Читали их известные ученые того времени – Казизаде ар-Руми, Джемшид Гияс ад-Дин аль-Кушчи, а также сам Улугбек, ученый, имеющий в своем распоряжении новейшую и самую технологичную на то время обсерваторию. Именно Улугбек сумел определить расположение на небесной карте 1700 звезд и собрать их в созвездие. Медресе Шердор. Медресе Шердор был построен на месте ханаки Улугбека в 1424 году в восточной части площади напротив медресе Улугбека по распоряжению узбекского правителя Самарканда Ялангтуша Бахадура. Было начато строительство медресе Шердор и Тилокари. Медресе Шердор, что обозначает медресе с тиграми или обитель львов, было возведено зодчим по имени Абдул-Джабар, мастер декора Мухаммед Аббас. Медресе Шердор почти зеркально повторяет медресе Улугбека, хотя и в искаженных пропорциях. Его отличает большой по размеру купол, что могло стать причиной постепенного разрушения здания уже через несколько десятков лет после его сооружения.
Стены медресе покрыты цитатами из Корана. На входном портале изображен герб Самарканда – барсы с солнцем на спине. В центре арки помещена свастика, а наверху арабским шрифтом написано «Господь всемогущий». Символ льва и солнца пришел из тюркской сельджукской традиции. Он встречается на монетах тюркской династии сельджукидов, откуда был заимствован монголами, а позднее Тамерланом и его потомками, бабуридами Индии. Это был астрологический и зодиакальный символ. Украшения наружных и внутренних фасадов выполнены из глазурованного кирпича, мозаичных наборов и росписи с обилием позолоты. Отделка медресе Шердор заметно уступает в изысканности медресе Улугбека, возведенному в 15 веке, на который пришелся золотой век архитектуры Самарканда. Тем не менее, гармония больших и малых форм, изящный рисунок мозаики, монументальность, четкость симметрии – все это ставит медресе в один ряд с лучшими архитектурными памятниками города. Медресе Телокари. Медресе Телокари было возведено в северной части площади через 10 лет после медресе Шердор на месте караван-сарая 1420-х годов. Главный фасад квадратного здания симметричен, состоит из центрального портала и двухъярусных фронтальных крыльев с арочными нишами и угловыми башнями. Просторный двор застроен по периметру небольшими жилыми кельями, худжрами. С западной стороны двора расположено купольное здание мечети с двумя смежными галереями на столбах. Здание медресе богато отделано мозаикой и маоэликой с геометрическим и растительным орнаментом. В декорации интерьера обильно использована позолота, что и дало название медресе, означающее «отделанное золотом». В мечети позолочены михраб и минбар. Поверхность стен и сводов покрыта росписью кундаль с обильным применением золота. На протяжении всей своей истории медресе Телокари была не только местом обучения студентов, но и выполняла роль соборной мечети. Но Регистон – это не только история, это и современность. Здесь собираются множество туристов, чтобы насладиться атмосферой старого города, почувствовать пульс жизни, который бьется здесь уже веками. Прогуливаясь по этой площади, вы словно проникаетесь духом древности и ощущаете, как жизнь течет здесь по своим правилам, несмотря на время и изменения. Регистон – это часть живой истории, которая продолжается и сегодня. Сюда приезжают путешественники со всех концов света, чтобы ощутить этот неповторимый дух истории, который царит здесь, на этой удивительной площади.